1972 году мировые лидеры собрались в Швеции на первую в истории конференцию Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды. Она не была похожа ни на одно предыдущее мероприятие, объединив правительства 113 стран для обсуждения воздействия человечества на мир природы. Очевидно, что экологический кризис, с которым столкнулся мир, в корне изменит будущее нашей планеты. Никто из нас, независимо от статуса, силы или обстоятельств, не сможет остаться в стороне. Окружающая человека среда всегда будет меняться. Развитие будет продолжаться. Будет происходить рост. Этого нельзя и не нужно избегать. Решающий вопрос заключается в том, в каком направлении мы будем развиваться. Как расти дальше? Каких качеств достигать и каким ценностям следовать в будущем? Думаю, что неизменным посланием Стокгольмской конференции станет осознание того, что человек подошел к одной из эпохальных точек в истории, когда его собственная деятельность является главным фактором, определяющим его будущее. Сейчас, спустя 50 лет после встречи в Стокгольме, мы столкнулись с тройным кризисом планетарного масштаба, связанным с изменением климата, загрязнением окружающей среды и потерей биоразнообразия. Вместе с тем существуют и другие глобальные проблемы, влияющие на наше благополучие в настоящий момент и в будущем. Этот тройной кризис – угроза нашему существованию номер один. Чтобы изменить ситуацию, необходимы срочные всеобъемлющие усилия. Подорванное здоровье нашей планеты угрожает здоровью и процветанию человека, равенству и миру. Недвусмысленный пример тому – COVID-19. Это также ставит под угрозу достижение целей устойчивого развития. Настал момент истины, когда нам необходимо в срочном порядке приложить усилия для преобразования наших экономик и обществ. Научные данные ясны, решения известны. Требуется действие на всех уровнях общества для решения проблем, касающихся каждого из нас. И мы знаем, что это можно сделать. Мир объединился, чтобы восстановить озоновый слой, отказаться от использования этилированного топлива и остановить вымирание видов, находящихся под угрозой исчезновения. Учитывая это, Генеральная ассамблея ООН решила созвать международную встречу под названием «Стокгольм плюс 50». Здоровая планета для всеобщего процветания – наша ответственность, наша возможность. Она пройдет в Стокгольме, Швеция, 2 и 3 июня 2022 года. Встреча будет посвящена 50-летию того переломного момента в 1972 году, когда окружающая среда впервые заняла центральное место. Земля только одна, и ставки еще никогда не были столь высоки. Присоединяйтесь к нам.